Добрые дети и благодарные родители. Вот о чем сегодня мечтают лучшие сотрудники отрасли образования. Первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева поздравила педагогов с наступающими праздниками – Днем учителя и Днем работников профессионального образования и вручила награды лучшим из лучших. Сегодня чествовали как ветеранов отрасли, так и тех, кто каждый день обучает и воспитывает. Виктория Палкина продолжит. Воспитатели, учителя, педагоги дополнительного, среднего и высшего образования, руководители учреждений. В списке награжденных 28 фамилий, 28 историй педагогического успеха. Но объединяет их одно – любовь к детям. А еще утро сегодняшнего дня, которое все встретили на рабочем месте. Теперь уже почетный учитель Республики Коми Елена Долбешкина провела 5 уроков. Четверть века она учитель иностранных языков, а еще классный руководитель. В Сыктывкарском технологическом лицее с этого учебного года под ее крылом 8 класс. Восьмиклассники в нашем лицее – это самые маленькие ребята, поэтому мы должны помочь ребятам адаптироваться к новому учебному заведению, помочь им найти то, что им нравится, какие-то сделать первые шажки и проявить себя в той или иной области. Ну и, конечно же, мы строим новый классный коллектив. В Сыктывкарском лесном институте она больше 35 лет. Сначала была студенткой, потом лаборантом, теперь преподаватель и ответственный секретарь приемной комиссии. Именно со знакомства с Натальей Пестовой у выпускников школ и начинается новая студенческая жизнь. За время приемной кампании проходит столько судеб вот вокруг нас, и мы как бы вот заинтересованы в них, мы участвуем вместе с ними в их приеме, и все, кто у нас работает в приемной комиссии, мы, можно даже сказать, их помним визуально даже, да, то есть иногда идешь по городу и думаешь, а вот этот к нам поступал, и этот поступал, а этих по фамилии или по имени уже знают. Эта награда стала для нее, как и для многих других, неожиданностью. В рутине уроков, экзаменов, общения с детьми и родителями нет времени подумать о профессиональном признании. Но любой педагогический труд, конечно, невозможно не заметить. Сегодня в Коми 5000 дошкольных работников, 7000 учителей, 900 педагогов дополнительного образования, более 2000 специалистов трудятся в колледжах и техникумах, еще 475 в вузах региона. Отрасль образования, она очень консервативна на самом деле, но вместе с тем, вот при всей своей стабильности, основательности, она очень гибкая. И последние годы вызовы, которые жизнь и мир нам преподают, мы с ними успешно справляемся. Мы оперативно реагируем на все изменения, которые, может быть, внепланово происходят. Вместе с тем мы реализуем такие федеральные проекты, региональные проекты. И наш учительский корпус, вообще сотрудники образовательных организаций Республики Коми всегда готовы к новому. К 2023-му, объявленному президентом года педагога и наставника, в региональном Минобрнауки уже разработали масштабный план мероприятий. Ну а главные новости отрасли этого года – не только масштабное обновление школ, детских садов и техникумов, но и новые кадры. В учреждение образования уже пришли 300 молодых специалистов и все больше в рядах педагогов мужчин. Виктория Палкина, Дмитрий Булаев, Олег Юшков, телеканал Юрган.